Спасибо. Дорогие друзья, дорогие коллеги, все, кого сегодня собрала эта выставка, все, кому не безразлична судьба России, судьба каждого отдельного народа здесь. Я сегодня, разместив ссылку в Фейсбуке на эту выставку, и я всем постаралась объяснить, что это про всех, про нас, не только про сегодняшнюю большую беду ингушского народа. Выставка называется «Протест достоинства». И вот это слово «достоинство», оно меня очень сильно привлекло и к тому, чтобы помогать организаторам выставки, и к тому, чтобы принять участие. Я смотрю, что у меня отключается звук. Сейчас меня не было слышно? Я смотрю просто на 10 секунд. Слышно ли меня? Магомед, подскажите, меня слышно? Слышно. Да. Я не знаю, на каком месте оборвался звук, но я хочу особо подчеркнуть, что выставка достоинства, выставка протеста достоинства для меня это очень не безразличные слова. Нас всех десятилетиями приучали к тому, чтобы у нас не было достоинства. И сегодня народ, который это достоинство решил отстоять, это мой народ, вне зависимости от того, какому народу я принадлежу изначально. Это мой народ, это близкий мне народ. Вообще с войнахскими народами, с их обычаями, жизнью мне довелось познакомиться в начале 2000-х годов, когда с 2002 года, 2003 года мы регулярно ездили в Ингушетию. По вопросам использования международных механизмов для защиты прав человека. И я тогда имела шанс познакомиться и с чеченским, и с ингушским народом. И эти оба народа я очень люблю. Люблю, они мне очень близки, и их судьба мне очень не безразлична. И тот факт, что я наблюдала, как ингуши приняли чеченцев, которые остались без крова, без защиты, без надежды, это меня тогда поражало величием вот этой дружбы между народами, величием вот этого подвига одного народа, который должен был выжить, и другого народа, который должен был помочь им выжить. Это все для меня, понимаете, очень важные моменты, и я неоднократно говорила о том, что это два неразделимых народа. И то, что негодяи политики, не знаю даже, кто это конкретно, и кто вместе, и кто по отдельно. Карина, вас не слышно. Сейчас слышно? Сейчас слышно? Да? Да, сейчас слышу. Спасибо. Что ингуши и чеченцы, два этих замечательных, много претерпевших, но очень высоких горских народов будут помнить, кто они друг для друга, и позволят тем, кто играет сейчас на каких-то надуманных противоречиях, поссорить их. Олег Орлов очень подробно объяснил, в чем суть вот этого акта несправедливости. И я абсолютно поддерживаю в этом вопросе его позицию всех моих друзей, что вот этот отъем земель, где родовые башни, сторожевые башни, которые дороги каждому ингушу и сердцу народа,
это было просто такое несправедливое действие, против которого не могли не выйти лучшие представители ингушского народа. И очень радостно, отрадно то, и об этом говорили свидетели в нашем уголовном деле, очень отрадно то, что вышли действительно громадные слои населения, практически до 100 тысяч, если не больше людей, вышли, чтобы мирным протестом, подчеркиваю, мирным протестом доказать несправедливость этого решения, его абсолютно произвольный и неправовой характер. И что сегодня мы видим? И мы видим сегодня на скамье подсудимых, ну, если мне будет позволено так сказать, просто лучших людей нации. Вы знаете, мы иногда обмениваемся с коллегами впечатлениями по поводу наших подзащитных. Это понятно, что они политические узники, узники совести. Это по-настоящему лучшие представители своего народа. Они претерпевают сегодня эту несправедливость с этим почти предрешенным приговором только потому, что власть не умеет признавать свои ошибки. Власть делает людей беззащитными, а себя абсолютно неответственной за деяния, которые она совершает. Но что мне очень импонирует в команде адвокатов, в которую я волей судьбы попала, знаете, это подвижники, это люди, которые каждый день живут этим делом, каждый день спорят, обсуждают, готовятся, читают, готовят наилучшую позицию, и они просто живут этим делом. И поэтому я верю, что они здесь, в России, на национальном уровне, в суде будут добиваться того, что некоторым кажется невозможным. Некоторые говорят, если это дело предрешено, зачем вам надо так бороться? Зачем вам надо выслушивать каждого свидетеля, допрашивать его? Вы бы слышали, как мои коллеги слово за слово разбивают показания тех свидетелей, которых кто-то считает свидетелями обвинения. Это они камня на камне не оставляют от этих доказательств. И у людей, вы знаете, у них просыпается совесть. Они начинают давать правдивые показания. Конечно, может быть, не все. Конечно, я допускаю, что кто-то придет в зал судебного заседания и будет настаивать на своей неправде. Особенно те, которых суд считает необходимым не рассекретить, которые защищены стеной, так сказать, непроницаемой, которым не надо смотреть в глаза людям, которые находятся за решеткой, в этом аквариуме, и их адвокатам. Есть, наверное, разные люди, но мне очень хочется верить, что ни у кого в этом деле не поднимется рука клеветать и оговаривать невиновных. Вы смотрите на этих людей, я любуюсь ими каждый раз, когда я попадаю в зал судебного заседания. Мы должны быть достойны тех людей, которых мы защищаем. И у нас формально там по одному, по два, по три подзащитных, но мы их воспринимаем вкупе. Это замечательные люди. Это, наверное, те люди, которые должны были претерпеть за свою нацию, и они с таким достоинством и честью несут это бремя. И наша помощь им просто бывает необходима только для того, чтобы какие-то юридические вопросы. Вы знаете, Ахмед Барахоев, которого формально защищаю я, хотя все они мне очень дороги и близки, он никогда не говорит о своем состоянии здоровья, о своем возрасте, о тех лишениях, которые они претерпевают, находясь в следственном изоляторе. Рука поднимается у власти на таких людей, это позор и низость власти. И вот мы, адвокаты, при всем том, что у нас иногда бывают разные позиции, мы должны сделать все, чтобы их отстоять. И не только рассчитывая на какие-то механизмы, которые находятся вне страны, это безусловно, этим мы уже занимаемся и будем заниматься. Но этих людей в суде мы будем защищать всерьез, всерьез. И если это потребуется надолго, значит надолго.
Потому что каждый должен прийти в суд и дать свои показания, а не спрятаться за листочки бумаги, которые они якобы поддерживают. Спасибо всем коллегам, которые работают в этом деле. Спасибо тем моим друзьям дорогим, которые пригласили меня в это дело. Я считаю это большой честью для меня. И я верю, что хотя власти предписали уже приговор, нам еще удастся немало сделать в этом деле. И помогайте всем, кто сейчас находится, кто сейчас не видит своих близких, у кого сейчас близкие в тюрьме. Помогайте всему народу ощущать свое единство перед этой жуткой несправедливостью. Извините за эмоциональность. Спасибо вам за ваше внимание. Боюсь, что я слишком долго говорила.